Сбор сведений о семьях военнослужащих, призванных в ряды вооруженных сил, в рамках частичной мобилизации завершился. Помимо единовременных выплат, родственники мобилизованных могут претендовать на иные государственные гарантии. Так, ряд мер направлен на поддержку детей военнослужащих, как несовершеннолетних, так и отметивших 18-летие. Это освобождение от уплаты в детские сады, бесплатное питание для школьников с 5 по 11 класс, также оздоровление в летних лагерях, повышенная стипендия в размере 5604 рубля, а также льготное поступление на целевые места в среднеспециальные высшие учебные заведения. Стипендия студентам, обучающимся на бюджетной либо договорной основе, будет выплачиваться вне зависимости от успеваемости. Помимо супругов и детей на государственную поддержку могут рассчитывать также родители военнослужащего. Одна из мер предусматривает оплату санаторно-курортного лечения. Там в основном предусмотрена компенсация, то есть она идет не более 60 тысяч рублей. То есть, пройдя санаторно-курортное лечение, предоставив документы, естественно, родители военнослужащих получат данную выплату. В настоящее время механизм предоставления адресной помощи отлажен. Поддержка семьям предоставляется в кратчайшие сроки. Были небольшие затруднения по обмену данными с военными частями. То есть сейчас эта работа отлажена, она активно ведется. То есть, можно сказать, даже она уже практически завершена. То есть и сейчас данные получены и активно идет назначение выплат. Некоторые вопросы возникают у супругов, состоящих с мобилизованными военнослужащими в гражданских браках. В таких случаях в качестве основания для предоставления помощи рассматривается регистрация по месту жительства. Именно концепция данной мер соцподдержки и выплаты, да, это совместное ведение хозяйства, да, то есть семейное хозяйство, то есть именно статус семьи должен быть подтвержден. Если, допустим, совместно прописки нет, в любом случае ребенок получит меры соцподдержки по линии Минобразования и науки. Наряду с предоставлением мер государственной поддержки работу с семьями мобилизованных продолжает координационный центр Алданского района. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.